Уйгурский каганат сначала был кочевым государством, возникшим в северных степях после тюрков. По сравнению с агрессивностью тюркского каганата к китайским династиям, это уйгурское государство стало наиболее близким к династии Тан. А время восстания Ань-Лушаня династия Тан обращалась к уйгурам за помощью. Из всех принцесс, выданных замуж за иностранных правителей, лишь 3 были родными дочерьми императора, и все 3 были отданы за уйгурских каганов. Влияние уйгурского каганата проявилось и в культуре. Уйгуры создали свою письменность. В XIII веке уйгуры на основе уйгурского письма создали монгольскую письменность. В XVII веке маньчжуры уже на основе монгольского письма создали маньчжурскую письменность. Так, 1000 лет уйгурское письмо было письменностью крупнейших империй. У уйгурского каганата были и другие уникальные особенности. Например, это единственное в истории государство, объявившее манихейство государственной религией. Другая его особенность — переход к полуоседлому образу жизни. Итак, каково значение и происхождение названия уйгуры? Китай называл их хуэйхэ. Значение иероглифа хуэйху ясно описано в китайских хрониках, быстрые как соколы. Каково же истинное значение самого слова «уйгур»? У ученых разные мнения. Тайваньский ученый Лю Итан дал 4 объяснения. Первое — это название династии. Вторая — самостоятельность. Третье — объединение. Четвертое — преданность. Сейчас больше сторонников третьего толкования. Уйгуры, как древний народ, упоминаются в китайских хрониках разных эпох под разными иероглифами — уху, вэйхэ, ухэ, вэйхо, вэйуэр и так далее. О происхождении уйгуров также существуют разные мнения — от хунну, динлинов, синьби, тохаров и тюрков. В настоящее время больше исследователей поддерживает теорию о происхождении от динлинов и хунну. До нашей эры динлины жили севернее хунну, ближе к озеру Байкал. Они занимались скотоводством, охотой и рыболовством. В период с начала эры до VI века название сменилось на гаоцзюй или теле. У народа гаоцзюй высокие повозки было 6 крупных племен, и одно из них, юаньхэ, считается транслитерацией иероглифа уйгуры. В 552 году род Ашина из тюрков создал тюркский каганат. Уйгуры подчинялись тюркам и вместе с ними вели завоевательные походы. Позже уйгуры разбили второй тюркский каганат. В 744 году правитель уйгуров Кутлук Бельге Кёль-Каган убил кагана тюрков Баймэй и основал уйгурский каганат. Уйгурский каганат имел обширные владения на востоке до Хингана, на западе до Алтая, на юге до пустыни Такламакан, включив все бывшие тюркские земли. Второе — расцвет и упадок уйгурского каганата. Уйгурский каганат был основан в 744 и пал в 840 году. Просуществовал около 100 лет. Этот период можно условно разделить на 3 основных этапа. Первый этап — ранний, с 744 по 755 год, время расширения каганата. Основатель Кутлук Бельге Кёль-Каган, объединивший уйгуров, в 747 году скончался, и титул перешел к его сыну Баинчуру. Баинчур был храбрым и амбициозным правителем. В 753 году уйгуры уже подавили все племена и стали подлинными властителями степи, разместив ставку в Харабалгасе на Архоне. В 755 в империи Тан вспыхнуло восстание Ань-Лушаня. В 757 году железная кавалерия уйгуров отвоевала китайские столицы Чиньянь и Лоян. Уйгурские войска вывезли из Лояна немало богатств. В хрониках сказано, уйгуры 3 дня грабили восточную столицу, опустошив казну и жилища. Более того, уйгурский каганат стал получать ежегодную дань от империи Тан в размере 20 тысяч рулонов шелка. Сам же каган получил от императора династии Тан титулы и дочь принцессу в жены. Хотя в империи Тан произошло восстание и государство чуть не погибло, авторитет императора оставался высоким. Уйгурский каганат помогал империи Тан охранять границы и противостоять Тибету. Второй этап — серединный период. Длился с 756 по 821 год. В это время уйгурский каганат процветал и помогал династии Тан подавлять мятежи и расширяться на запад. Баинчур-Каган скончался в 759 году.
Его второй сын, Идицзян, взошел на трон. Это и есть знаменитый Каган Бёгю. Система наследования в уйгурском каганате отличалась от тюрков. Если в тюркских кочевых государствах наследование шло по линии брата, то у уйгуров власть передавалась от отца к сыну. Третий уйгурский каган, Бёгю, совершил два деяния, которые сильно повлияли как на империю Тан, так и на уйгурский каганат. В 762 году он лично прибыл в империю Тан, чтобы подавить мятеж Ши-Чжаои. Таким образом, именно благодаря помощи уйгуров династия Тан просуществовала еще 100 лет. А для уйгурского каганата стало знаменательным то, что в столице Лаян Бегю-каган встретился с манихейством. После этого он привез 4 манихейских священников в каганат, сам обратился в манихейство и объявил его государственной религией. Уйгурский каганат стал единственным государством, объявившим манихейство государственной религией. Манихейство вступило в конфликт с прежними верованиями тенгри. Но Бёгю-каган хотел привлечь на свою сторону сагдийцев. И это стало одной из причин его свержения. В 779 году сагдийцы предложили Бёгю-кагану воспользоваться смертью китайского императора и вторгнуться в империю Тан. Но советник Тун-Бага-Тархан, побратим императора, выступил против. Он убил Бёгю-кагана и перебил его сагдийских союзников. После этого Тун-Бага-Тархан провозгласил себя каганом и стал проводить антисагдийскую и прокитайскую политику. В 789 году он скончался. В 795 году следующий каган умер, не оставив сыновей, и на трон взошел Кюлюк-Бельге-каган. Он основал новую династию. При нем каганат стал возрождаться и расширил границы, включив весь восточный Тяньшань, а также Турфанскую впадину. В 808 году Кюлюк-Бельге-каган умер. Во время правления его сына Бааи-кагана уйгурский каганат заметно ослаб. Император Синьцзун даже отказался от предложения о династическом браке. С 820 по 840 год наступил поздний период уйгурского каганата. Уйгурская знать погрузилась в междоусобицы. Министр Кюлюкбек восстал против кагана и напал с войсками тюрков-шато. Каган сам себя предал смерти. Кюлюкбек поставил каганом малолетнего Кеситегина. Третий этап. Распад уйгурского каганата. Несколько лет подряд была засуха, а зимой 839 года выдалась особенно долгая и суровая зима. Погиб весь скот, началась моровая язва. Уйгуры стали покидать столицу Орду-Балык и непригодные для скота степи и перемещаться в свои южные оазисы. В пустеющей столице началась борьба за власть. Китайские хроники пишут, уйгурский старейшина Гуйлу-Махе, соединившись с хагасами, со 100 тысяч конницы напал на Орду-Балык, убил кагана, казнил министра Кюлюкбега и сжег его стойбище. Поколения хайху рассеялись. Уйгурский каганат распался. Уйгуры покинули северные степи и переместились в самое сердце Шелкового пути. Разделившись на 3 ветви, они создали Кашгарское ханство династии Кара-Кагана, Турфанский Идикут и каганат Ганчжоу династии Яглакар. Китайские хроники пишут: вначале хайху ушли на запад, их племена и кланы разошлись по разным местам. Поэтому здесь был каган в Ганьсу, Идикут в Турфане и Кара-Каган в Хатане и Кашгаре. Они все уйгуры, потомки уйгурского каганата. Что это значило для империи Тан? С одной стороны, для династии Тан было хорошо, что могущественный каганат, который хозяйничал в империи, распался. Но, с другой стороны, как уже говорилось, уйгуры помогали династии Тан подавлять восстания и вместе с Тан воевали против Тибета. За это империя Тан платила дань, под видом торговли шелком за лошадей. За каждую лошадь, ввезенную уйгурами в Китай, Тан даровала 40 рулонов шелка. Но это была вынужденная торговля. В степях одна лошадь стоила 1 рулон шелка, а Китай платил уйгурам в 40 раз больше. И притом уйгуры продавали худших лошадей, старых, больных, слабых, бесполезных для танской армии. Благодаря дарам императора, пожалованию титулов, приданному принцесс и этой торговле уйгуры получали от империи Тан огромные богатства. Уйгуры реальной выгоды имели гораздо больше, чем получали хунну или тюрки с помощью войны. Эти богатства позволили уйгурскому каганату достичь культурных успехов и социального прогресса, накопить более высокий уровень цивилизации, чем у предыдущих степных народов.
Именно потому, что ослабевшая, но богатая империя Тан была так полезна уйгурам, уйгурский каганат и поддерживал столь тесные отношения. Помимо торговли, близость проявлялась в династических браках. Из 13 уйгурских каганов, по крайней мере у 7, женами хатун были китайские принцессы. Например, женой второго кагана Баинчура была принцесса Нинга, дочь танского императора Судзуна. Третий каган Бёгю последовательно женился на 2 дочерях танского полководца Пугу Хуаяня, а также на принцессе Синьянь. Принцесса Тайхэ, дочь Синьцзуна, также была выдана замуж за уйгурского кагана. Далее, уйгурский каганат и манихейство. Понимание истории уйгуров будет неполным без упоминания манихейства. Что же побудило кагана Бёгю объявить манихейство государственной религией? Первая причина — потребность в единстве каганата. Тюркский каганат был тесно связан с зороастризмом. Уйгуры, воевавшие с тюрками, вряд ли приняли бы религию врагов. Буддизм, распространенный в империи Тан, Бёгю каган также не выбрал бы, поскольку тогда мировым центром буддизма была империя Тан, а уйгуры не хотели излишнего китайского влияния. И самое главное, сагдийцы имели тесную связь с манихейством. Уйгурскому кагану требовалась их помощь в финансах и управлении. Поэтому Бёгю каган и выбрал манихейство. Какое влияние оно оказало на уйгурский каганат? Во-первых, способствовало переходу от кочевого к оседлому укладу. Так уйгурский каганат превратился в государство, соорудившее множество городов и крепостей. Арабский путешественник Тамима ибн Бахра в 821 году посетил столицу Орду-Балык и назвал ее цветущим торговым городом. В то же время манихейство раскололо уйгурское общество. Оседлые уйгуры уже склонялись к манихейству, а кочевые уйгуры еще оставались верны Тенгри. Итак, после засухи в степи и распада уйгурского каганата часть уйгурской знати отступила в свои оазисы западного края. Туда, где Китай меньше всего хотел бы их видеть, в самое сердце шелкового пути. Там они создали новые государства и взяли под контроль всю китайскую торговлю на шелковом пути. Для империи Тан это значило, лучше бы уйгуры оставались в степи.